Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие зрители, гости канала, тема сегодняшнего гадания звучит так. Какие у него планы и какие намерения в отношении вас? Если тема вам интересна, пожалуйста, загадайте на мужчину, представьте этого мужчину, назовите его по имени. Мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. Мой милый дорогой, какие у тебя планы и намерения на меня? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую полезную и самую нужную информацию. Итак, давайте же посмотрим, какие у него планы и намерения в отношении вас. Ох, ну тут планов и намерений практически нет. Знаете, этот человек либо живет одним днем, либо он не любит загадывать на будущее. Жизнь его, возможно, научила тому, что планы – это ерунда. Ты можешь планировать одно, а получится совершенно другое. Знаете, может быть, ваш человек немножечко суеверный, либо он верит в знаки, верит в какие-то, может быть, подсказки Вселенной. То есть у человека либо очень такой математический склад ума, да, прагматический, и он вот, живет по наитию, грубо говоря, да, вот как Бог даст. А может быть, человек действительно верит в какие-то подсказки, в какие-то знаки. В любом случае, смотрите, я вижу, что чувства есть и с вашей стороны, и с его стороны. Вы друг другу очень нравитесь, симпатичны. Если вот прям и любовь может быть между вами. Здесь вышли две чаши, но эти чаши, они еще не раскрылись. Да? То есть здесь еще должно что-то произойти, что-то должно случиться, чтобы этот мужчина, например, начал активничать, либо более активно проявляться. Может быть, сейчас, вот именно в этот момент, когда вы смотрите это видео, либо загадали, да, у человека все мысли сосредоточены, например, на работе, на делах. Может быть, что-то случилось в этот момент, да, такое вот, знаете, экстра выдающееся, да, что его полностью, его внимание, его чувства переключились с вас на тот другой, либо объект, субъект, да, либо ситуацию. В любом случае, я могу сказать, что я вижу здесь точно, что есть чувства и у вас, и у него. Они взаимные, они обоюдные, и они равноценные. И это замечательно. Вообще человек, вот он считает вас парой, потому что вот вы вышли парой, у вас общая дорога на двоих, и вот он понимает, что, скорее всего, да, это именно она. Та, которую я так долго искал, и та, которая должна быть моей спутницей жизни. Если вы загадали на мужа, ну что сказать, он очень рад, он очень счастлив тому, что вы вместе, тому, что вы есть в его жизни, и тому, что именно с вами свела его судьба. В принципе, он благодарен, и он рад вот именно тому, что это вы. Вот, да, может быть, ваши отношения не совсем ровные, не совсем гладкие, но у кого бывает все ровно и гладко. Тем не менее, какие бы там претензии ни были, но положительные моменты перевешивают в его глазах, да, негативные моменты. И вот он прям такой говорит, вот мне повезло. Даже, кстати, кому-то он и говорил, либо говорит, да, с кем-то вот общается, говорит, а мне в браке, в отношениях повезло, я нашел ту самую, которая мне идеально подходит, да. Женщину, мечту, да. Смотрите, мои милые, здесь еще момент такой идет. У этого человека я вот вижу планы на его будущее. Не на вас вот конкретно, да, потому что вопрос был все-таки про вас. Здесь вышли планы на его будущее. То есть как он видит свою жизнь там, через несколько лет. У него очень серьезные планы и намерения куда-то уехать, переехать, сменить место жительства. Может быть, даже сменить страну проживания. Он, знаете, хотел бы заняться каким-то бизнесом, каким-то делом. Может быть, кстати, вот момент, да, у человека в прошлом что-то было, чем-то он обладал, владел и таким, знаете, вот прям мощным и крупным. Он хотел бы вернуться в то состояние, либо приумножить то состояние. То есть встать с колен, выйти из каких-то
каких-то, может быть, ограничений, из какой-то нужды вырасти, подрасти, окрепнуть, да, и быть уважаемым человеком, авторитетным человеком. У него в голове очень много идей. Идей насчет бизнеса, каких-то вложений, работы. Вот он постоянно об этом думает. Но он думает это не для того, чтобы вот я стану богатой, да, и стану крутой, а вот мне, говорит, нужен дом. Мне нужна семья, мне нужен вот не просто дом, а чтобы это был дворец, да, и чтобы моя жена, да, она ходила не в обычной одежде, а в каком-нибудь не знаю, шитом на заказ, либо каком-то ультралюкса брендовом, да, одеянии ходила, да, чтобы вот люди смотрели и завидовали, да, какой я крутой, какой я замечательный. И опять же таки, он себя представляет, вот если так утрированно сказать, да, что он какой-то король. А вы, соответственно, его женщина, и вы его королева. И вот чтобы у вас и ощущение это было, и чтобы вы действительно жили во дворце, украшенными мрамором, золотом, бриллиантами. Конечно, звучит, может быть, немножечко наивно и смешно, но тем не менее человек к этому стремится. И не важно, сколько ему лет. Вот он ставит себе цели какие-то, да, вот он думает, что да, мне нужно туда-сюда, придумывает что-то просчитывает. В этом плане он, конечно, молодец, он добьется. Может быть, он не станет королем и не будет жить во дворце, но вот каких-то основных целей в своей жизни он добьется. То есть, смотрите, у него главный рисунок получается, да, это ваша взаимность, и вот вы в доме, но при этом он, смотрите, он в центре стоит, он сам себя в центр ставит. Может быть, он самовлюбленный очень, а может быть, он действительно нуждается в том, чтобы его ценили по достоинству, уважали. По крайней мере, у него на это запрос идет. Вы для него идеально подходите, я уже это говорила, да, и если вы в детородном возрасте, он хотел бы минимум 2 детей. Если уже у вас есть дети, то он хотел бы еще детей от вас. Понимаете, вот этот момент. Если он уже не молод, да, и вы не молоды, то здесь, возможно, он хотел бы воспитывать детей, может быть, внуков да. То есть ему очень важно, чтобы были те, кого он сможет обучить, в кого он может вложиться, кого он может передать свои какие-то знания, да. То есть ему это очень важно. Может быть, так сложилось, что он не мог воспитывать своего ребенка, либо своих детей. Может быть, понимает, что был занят делами, работой и упустил какие-то очень важные моменты, да, о которых он сейчас сожалеет. Вот у него запрос на это. Этот человек, он глубоко сугубо, даже я бы сказала, какой-то семейный. Знаете, даже можно сказать, вот прям хочется сказать, что либо он жил не в полноценной семье, да, либо, не дай бог, он рано лишился родителей. И ему бы хотелось, да, чтобы вот его история была совершенно другой. Чтобы то, что не получил он, получили его дети, внуки. Да. Вот прям поэтому и хочется, и дворец хочется, и хочется, чтобы все было, и никакой нужды и близко не было. Еще про вас, честно, я вытаскиваю все, что могу. Вы сами видите этот рисунок. Про вас я могу сказать одну вещь. Это его желание, чтобы вы ему больше доверяли, заслужить ваше доверие. Может быть, вы что-то от него утаиваете, что-то скрываете, либо что-то не договариваете. Он об этом не знает, но он догадывается. И ему бы хотелось, чтобы вы более были открыты с ним. И вот он все время думает, а что я могу сделать? Как я могу доказать, что мне можно верить, что мне можно доверять, что я не подведу, а что я может быть, поменялся и изменился. Для него это очень важно. И вот у него в голове тоже есть какие-то мысли по каким-то, может быть, вопросам, вас удивить, либо помочь, либо что-то за вашей спиной сделать, чтобы доказать, что он самостоятельный, что он может, что он действительно достойный человек. На ближайшее время я могу сказать вам такую вещь. Этот человек, он будет делиться с вами какими-то мыслями, да, какими-то, может быть, что-то у вас даже будет спрашивать, да, либо спрашивать, а как ты считаешь, как ты думаешь. То есть ему очень важно, чтобы в этот момент вы его поддержали. Подсказки ему не нужны, но поддержка и вот в глазах увидеть, да, восхищение, либо веру, для него очень важно. Смотрите,
Если муж, то, скорее всего, он вот прям думает о том, чтобы построить дом, либо купить что-то, да, вот именно семейное. Может, кстати, о ремонте думать. Будет с вами говорить, обсуждать. Если парень, с кем вы встречаетесь, да, вот бойфренд, то здесь, скорее всего, он будет делиться мыслями на будущее, по работе, по месту проживания и о том, как вы видите семью, либо он видит семью. Вот, мои дорогие, вот такая цепочка получилась. На этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.